Умовы турмы показалі вучням школ нашага раёна. Тым, каго называюць цяжкімі падлеткамі, былі наглядна прадэманстраваны умовы знаходжання зняволеных і іх строгі распарадак дня. Ніякага інтэрнэту і тэлевізара, побач няма родных і блізкіх. Падрабязнасці далей. Прафілактычныя гутаркі, наглядныя прыклады і яшчэ шмат іншых спосабаў, пры дапамозе якіх зацікаўленыя службы імкнуцца зрабіць так, каб падлеткі не здзяйснялі супрацьпраўных дзеянняў. Але, як гаворыцца, лепш адзін раз убачыць. З гэтай мэтай тыя, хто ўжо трапіў у поле зроку інспекцыі па справах непаўналетніх, а таксама адміністрацыі школ пабывалі ў следчай турме нумар 4 горада Магілёва на знайамленчай экскурсіі, а потым у Шклоўскім раённым аддзеле ўнутраных спраў. Безумоўна, для падлеткаў звычайная камера была відовішчам не з прыемных. У замкнёнай прасторы толькі тое, без чаго проста нельга жыць. Сегодня у нас проведено профилактическое мероприятие для подростков, которые состоят в инспекции по делам несовершеннолетних, внутришкольном контроле, либо попали в поле зрения администрации учреждения образования. Для них была организована своеобразная экскурсия в следственную тюрьму номер 4 города Могилева. Там представитель учреждения доступно подросткам рассказал, показал, в каких условиях содержатся непосредственно лица там содержащиеся, режим их пребывания там. Последующем мы вернулись на территорию города Шклова. Здесь с подростками проведена профилактическая беседа с субъектами профилактики. И показан им изолятор временного содержания. То есть начальный этап, куда попадают люди за совершение преступлений, административных правонарушений. Данное мероприятие, на мой взгляд, сделано с целью демонстрации, то есть чтобы подростки осознали, что иногда их противоправные действия, а иногда даже детская шалость может обернуться для них в такую ситуацию. У нашым раёне за 2019 год падлеткамі здзейснена 4 злачынствы і ўсе крадзяжы. Сёлета ўжо маецца 2 крымінальныя справы за ўчыненне зноў-такі крадзяжоў. Уже в нынешнем году тоже у нас имеется 2 уголовных дела за совершение краж. Одно из них — это подростки разбили стекло автомобиля, залезли, похитили портмоне и компрессор на сумму больше 70 рублей. Было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205. А также еще одно уголовное дело по статье 205. Это подросток воспользовался случаем, когда была оставлена машина без присмотра и похитил оттуда 580 рублей. Тоже возбуждено уголовное дело. Як на самой справе будуць паводзіць сябе ў будучыні падлеткі і які выберуць шлях, пакажа час. Гэта мерапрыемства падстава для таго, каб школьнікі задумаліся аб сваім жыцці і не здзяйснялі неабдуманых крокаў. Але першае і самае галоўнае — кантроль павінен быць са стороны бацькоў. Родители в первую очередь должны контролировать местонахождение своего ребенка, потому что, как показывает практика, родители не всегда знают, где находятся дети. Потом взаимодействовать с учреждением образования, интересоваться внеурочной занятостью подростка, помогать им подобрать необходимый кружок, секцию, где подросток может себя реализовать. Я бы, наверное, такой совет дал.